Официальный Кабул, как сообщают российские источники, запросил у Москвы танки, вертолеты и иную военную технику для борьбы с ИГИЛом и Талибаном. Просьба афганских лидеров была озвучена после успешной операции правительственных войск на севере страны. Им удалось очистить от боевиков-талибов 2 северных провинции. Однако ИГИЛ представляет собой даже большую опасность. На данный момент властям удается ликвидировать боевиков-одиночек, но корни их идеологии не уничтожены, и она по-прежнему дает обильные плоды. Конкретное количество техники, в которой нуждается армия Афганистана, названо не было. Однако подобный шаг со стороны Кабула является демонстрацией того, что афганское руководство в своих стратегических целях не намерено ограничиваться исключительно партнерством с НАТО и США. Россия немедленно проявила интерес к обращению афганского правительства. Президент России Владимир Путин уже несколько месяцев назад заявлял, что ситуация в Афганистане вызывает у Кремля беспокойство. Пока трудно оценить, насколько российские военные поставки помогут афганцам в войне с джихадистами. ИГИЛ ведет на Ближнем Востоке и за его пределами масштабную агитационную кампанию. Так, в Пакистане экстремистская пресса продается открыто и помогает вербовать все новых террористов-добровольцев. После того, что я прочитал в наших газетах, я окончательно принял решение отправить моего сына участвовать в джихаде. В то же время очевидно, что Россия, начав военные поставки Кабулу, опосредованным образом расширит свое влияние в регионе. Некоторые западные аналитики даже допускают, что действия российских властей в Афганистане прежде всего направлены на то, чтобы помешать Америке и НАТО осуществлять свои планы. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон.